Добрый вечер. В эфире новости Осетии. В студии Алина Габуева. Смотрите выпуски. Здесь исключительно только форель радужная. Порядка 500 тысяч голов единовременно содержится на хозяйстве. Большие планы и весомая поддержка. Развитие рыбной отрасли – приоритетное направление в сфере сельского хозяйства. Какие планы у осетинских рыбоводов? Я вкладываю всю душу, чтобы, стараюсь, чтобы дети с аппетитом все поели. Мастер своего дела и большой друг учеников. Повар лагерской школы считает, что ее секрет успеха – всегда хорошее настроение. Участие в турнирах заставляет, конечно, поддерживать какую-то форму, если у тебя есть какое-то честолюбие. Большой теннис собирает любителей. Во Владикавказе прошел полуфинал, который собрал рекордное количество участников. Начнем выпуск с данных Роспотребнадзора о ситуации по вирусу. За сутки в Северной Осетии зафиксировано 83 новых случая заражения COVID-19. Число больных – 12 849 человек. 99 находятся на амбулаторном лечении, 413 в медучреждениях. 12 236 выздоровели, 101 скончались. Завершаются праздничные выходные. С понедельника жители республики возвращаются в рабочий режим. Специалисты напоминают об обязательном соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Пожилым гражданам рекомендовано оставаться дома. По возможности воздержаться от посещения похоронных процессий и поминальных мероприятий. Правительством России установлена величина прожиточного минимума на 2021 год. Она составляет 11 653 рубля. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 12 702 рубля. Для детей – 11 303 рубля. Для пенсионеров – 10 022 рубля. С этого года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране. В предстоящем году в республике запланирован большой объем дорожных работ. Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» приступит к строительству современной автомагистрали в обход Владикавказа. О планах еще в преддверии Нового года руководитель управления Руслан Личхаджиев рассказал главе республики. По данному проекту уже разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение глав госэкспертизы. Средства на его реализацию уже заложены. Строительство магистрали позволит разгрузить и, что важно, сохранить городские дороги. В этом году будет продолжена реконструкция проспекта Мира. В пресс-службе администрации города сообщили, с 11 января начнутся работы на отрезке от улицы Горького до улицы Джанаева. Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Еще одна приоритетная задача – увеличить объемы собственного производства рыбы. Для этого в республике есть и природные условия, и специалисты. Материальную поддержку готово оказать профильное ведомство. В прошлом году фермерам удалось добиться хороших результатов. Рыба из Осетии уже пользуется спросом за пределами республики. Какие дальнейшие планы, расскажет Галина Григорян. Кормежка по плану и строго сбалансированным кормом. В этом хозяйстве 500 тысяч голов радужной форели. Здесь же инкубаторы, бассейны для выращивания посадочного материала. Хетак Каболов занимается разведением мальков уже 14-й год. Из Мичурина рыба попадает не только на прилавки Северной Осетии, но и в соседние регионы. Фермер использует самые современные технологии, перенимает зарубежный опыт. Исключительно только форель радужная. Порядка 500 тысяч голов единовременно содержится на хозяйстве. Предприятие можно считать полного цикла. Оно занимается от выведения малька, то есть закупка
посадочного материала во Франции, потом выращивание личинки, малька, молоди и уже вплоть до товарной рыбы. Порядка 300-350 граммов. Еще одно рыбное хозяйство находится в Кировском районе. Здесь впервые зарыбили пруды мальком, который был выращен на территории района. В водах прижились несколько видов рыбы. Площадь пруда 36 гектаров. Вода сюда поступает с реки Терек. Здесь мальки, карпа, толстолобика и белого амура будут развиваться. За состоянием рыбы тщательно следят. А после продукция пойдет на продажу. Специалисты говорят, в республике в таком большом объеме мальков выращивают впервые. До этого завозили из других регионов страны. Возможностей стало больше благодаря грантам. Профильное ведомство сферу намерено развивать, соответственно, помогать фермерам. Это, конечно, радует, но для таких маленьких предприятий, почему обратили внимание, для них условия финансирования или доступ к финансовым средствам очень тяжелый. Потому что у них нет залоговой базы, и они не могут в полной мере раскрыться, то есть строить, продолжать, наращивать свои объемы производства и так далее. Поэтому мы сейчас соберем весь этот материал в единое и будем над этим работать. Зеркальный карп, форель, толстолобик. В Северной Осетии есть все необходимое для разведения и выращивания разных видов рыб. Сейчас активно ведется работа по созданию селекционного рыбоводческого центра совместно с Федеральным агентством по рыболовству. Галина Григорян, Хетак Гапоев, Новости Осетии. Готовит с душой и всегда улыбается. Хорошее настроение, по ее словам, залог вкусного блюда. Героиня нашего сюжета – повар Анжела Туаева. Каждый день она кормит детей 3-й алагирской школы. Под ее руководством трудится большой сплоченный коллектив, который в каждое блюдо вкладывает весь свой профессионализм и любовь к поварскому делу. На кухню к Анжеле Туаевой заглянула Алина Хасаева. Коллектив на этой кухне работает как единый слаженный механизм. Каждый четко знает, что ему нужно делать. Чтобы к 10 часам дети могли поесть вкусный горячий завтрак, трудиться повара начинают в 7 часов, а порой и раньше. Сначала делают заготовки, а уже после приступают непосредственно к приготовлению. Анжела Туаева, словно дирижер, легко направляет и управляет всеми процессами на кухне. Вот сегодня у нас в меню тефтели. Естественно, они должны быть диетические, чтобы они были не соленые, чтобы их дети покушали. В общем, мы стараемся, чтобы все было вкусно. Внимание уделяют всему – пропорции продуктов, их свежесть, время приготовления. Анжела старается не просто выдержать все пропорции. Главный секрет, по ее словам, ко всему подходить с душой. Гречка, тефтели с соусом, чай с лимоном и бутерброды строго придерживаются меню. На стол к детям все попадает горячим. Когда дети съедают все без остатка, это и есть главная оценка для повара. Столовая нас очень кормят вкусно. Больше всего мне нравится пюре. У нас сегодня на завтрак гречка с котлетой. Очень вкусная гречка и котлета. За плечами Анжелы 12 лет работы поваром в Алагирской 3-й школе. С детства твердо знала, что пойдет по стопам матери. Успела поработать в санаториях, больницах, но именно в школе, признается, нашла себя. Уже 12 лет я работаю в этой школе. И ни дня не пожалела, что пришла сюда. Вкладываю всю душу, стараюсь, чтобы дети с аппетитом все поели. Я готовлю, девочки быстро-быстро накрывают, чтобы все успеть по времени. Вне стен школы я себя нигде не вижу. А дальше посмотрим. Мне нравится готовить детям. Мне бывает приятно, когда им вкусно. Под руководством Анжелы Туаевой работает 3 повара. Все в один голос говорят. За годы работы ей удалось сплотить коллектив. Она очень ответственная, очень серьезно относится к своей работе. Каждый из нас знает, кому что делать. Мы друг на друга не смотрим. Единый коллектив. Это ее заслуга, все ее заслуга. Она нас так дружно сплотила. Подкрепившись вкусным и сытным завтраком, дети полны сил учиться дальше. А это значит, что свою работу команда поваров делает не зря. Алина Хасаева, Давид Битиев, Новости Осетии.
135 фейерверков по числу объектов, которые были построены и открыты в прошедшем году, запустили во Владикавказе. Героями яркой акции стали воспитанники Суворовского училища, Академии футбола, детских садов и школьники. Эти объекты тоже в числе тех, которые распахнули двери. Фейерверки осветили небо в районе Сапицкой будки. Сюрпризы ждали и ребят, которые рассказали стихи, спели песни. По словам организаторов, Новый год – это время чудес, а детство должно быть ярким и счастливым. Я хочу искренне от души для всех жителей нашей республики, для всех жителей нашей великой страны, для всех жителей, людей, которые живут на этой планете, чтобы радость жизни всегда сопровождала каждого из нас. Потому что жизнь дана для того, чтобы жить, созидать, строить. И мы сегодня делаем этот праздник для того, чтобы эту радость передавать от поколения к поколению. Это такая первая у нас акция, но мы будем каждый год его проводить. Каждый год из Сапицкой, лесопарковой этой зоны, мы сделаем сказку. Сказку для наших детей, для нашего будущего. Ярко и незабываемо проходят вечера и на городском катке под открытым небом. Любители зимних видов спорта спешат обкатать лед. А для кого-то это возможность впервые встать на коньки. Напомним, ледовая арена несколько дней назад открылась в Центральном парке и уже пользуется популярностью у горожан и гостей столицы. Каток размером 25 на 25 метров смонтировали специалисты из Санкт-Петербурга. Ледовую площадку планировали запустить еще 2 года назад. Реализовать проект удалось только этой зимой. Работает городской каток с обеда и до самого вечера. Один сеанс – 60 минут. Одновременно на льду могут кататься более 30 человек. В последнее время у нас очень малоснежные зимы во Владикавказе, и, конечно, людям не хватает снега, льда, мест, где можно по-настоящему по-зимнему отдохнуть. И каток – это одно из мест притяжения, мне кажется, которое будет, по крайней мере, в вечернее время. Здесь всегда будут люди. Мы постараемся отладить. Сейчас работаем в тестовом режиме, отладим работу катка и прокат, и качество льда, будем над ним работать. Нам нужно время, потому что люди тоже впервые работают со льдом у нас и учатся по ходу буквально, как себя вообще вести с этим катком, как вести себя с этим оборудованием. Надеюсь, что все получится, и мы все недочеты исправим оперативно. Пошли туда в первый раз, и мне очень понравилось, и очень рада, что в нашем городе появился такой каток, что можно туда сходить с друзьями, то, что там очень атмосферно и чувствуешь себя как в большом настоящем городе, большой столице. Немало во Владикавказе любителей тенниса. Об этом говорит число участников, показавших мастерство на любительском турнире. Полуфинал собрал теннисистов со всех районов республики. И пускай сами игры не такие интригующие, как на кортах Уимблдона, но все остальное, как на серьезных профессиональных состязаниях. Подробнее расскажет Марина Караева. Перед первым сетом обязательная разминка. Отработать технику ударов и передвижения по корту для Валерия Габуева своего рода ритуал перед каждой игрой. Спортсмен знает, как важно сосредоточиться, чтобы грамотно отразить удар. Такому активному виду спорта посвятил больше 20 лет. Для него это не просто спорт, это образ жизни, который позволяет держать себя всегда в форме. Участие в турнирах заставляет, конечно, поддерживать какую-то форму. Если у тебя есть какое-то честолюбие и ты хочешь доказать что-то, то, естественно, ты будешь поддерживать свою форму. Разница в возрасте между теннисистами больше 30 лет. И для Валерия Габуева опыт стал весомым преимуществом. В упорной борьбе он побеждает соперника Азамата Битарова. За плечами спортсмена множество побед. В 2018-м он признан первой ракеткой России в категории 55+, чем особенно гордится. Теннисом я занимаюсь, начал играть с 35 лет. Совершенно случайно завели меня на корт, и я заболел этим видом спорта. Это не спорт, а это образ жизни. И играешь в теннис и общаешься с людьми, которые играют в теннис. Это очень дорого стоит. Везде есть знакомые, везде есть общение по всей России.
Турнир любительский, а значит, на корт вышли люди, для которых теннис – это хобби. И таких в нашей республике немало. Он собрал участников со всех районов. Это почти 40 человек разных возрастов. Но в полуфинал вышли 12 теннисистов. Самому младшему участнику турнира 20 лет, а самому старшему – 70. В этом году мы немного изменили формат турнира, чуть разнообразили, чуть приукрасили. Турнир большого шлема отныне будет называться, как у профессионалов, только у нас среди любителей. Хотелось бы призвать всех любителей большого тенниса нашей республики, так и за ее пределами, чтобы присоединялись к нам, принимали участие. А мы, в свою очередь, будем почаще проводить такие прекрасные мероприятия. Игры продолжались с утра и до позднего вечера. Каждая игра длилась не меньше 2 часов. Поэтому для спортсменов всегда важна физическая подготовка. Такой чемпионат в Осетии проходит ежегодно вот уже 7 лет. Он проходит в 2 разрядах – одиночном и парном. Для победителей подготовили медали и грамоты. В этом году призовой фонд пополнился и денежным вознаграждением. Для каждого такие соревнования – это способ показать себя и перенять опыт других спортсменов. Марина Караева, Давид Бетиев. Новости Осетии. Игроки футбольного клуба «Алания Владикавказ» провели первую после каникул тренировку. Участвовали все футболисты нынешнего состава. К ним также присоединились несколько молодых игроков из второй команды «Алании». И нигерийский защитник из Дании Содик Рашид, заявленный за команду еще в октябре прошлого года. По словам главного тренера Спартака Гогниева, домашний мини-сбор продлится до 14 января. А уже 15-го команда отправится в турецкий город Белек. Там пройдут 2 выездных сбора. Заключительный сбор команда проведет дома, а уже 27 февраля состоится первая официальная игра чемпионата ФНЛ в 2021 году. «Алания» сыграет дома с Томью. Мы продолжаем собирать для вас самую актуальную информацию. Благодарю вас за внимание и желаю вам хорошего вечера. До встречи в эфире.